Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости». В студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. Правительство Республики Таджикистан в период независимости ежегодно увеличивает финансирование в сферу здравоохранения. Так, на сегодняшний день оно достигло 2,1 миллиарда сомони. И в этот период было создано более 1300 новых медучреждений, подготовлено около 25 тысяч кадров с высшим образованием и 147 тысяч работников среднего медперсонала. В настоящее время в сфере здравоохранения страны осуществляют деятельность около 110 тысяч работников, из которых 75 тысяч – это врачи и средний медперсонал. Финансирование сферы здравоохранения Таджикистана увеличивается из года в год и только за последние 20 лет составило более 16 миллиардов сомони. За этот период с целью создания благоприятных условий для медицинского обслуживания населения было построено более 2550 новых медицинских учреждений, оснащенных современным оборудованием. Также в рамках празднования 30-летия государственной независимости в городах и районах страны были построены и сданы в эксплуатацию около 2000 медицинских учреждений. За годы независимости 33 тысячи молодых людей окончили высшие медицинские учреждения и более 158 тысяч человек окончили медицинские колледжи. В результате осуществленных мер по развитию сферы здравоохранения и охраны здоровья населения в 2020 году по сравнению с 1991 годом детская смертность снизилась в 3 раза, а материнская смертность в 4 раза. Из этого числа естественный прирост населения стабильно составил 2,1%, а в этом году достиг 2,4%. Возникновение во всем мире инфекционного заболевания коронавирус стало серьезным испытанием и для системы здравоохранения нашей страны, которые таджикские врачи прошли достойно. Этому также поспособствовала успешная кампания по иммунизации населения, которая продолжается и по сей день. Но это отнюдь не означает, что мы должны беспечно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Наоборот, должны, как и прежде, быть бдительными, строго соблюдать правила личной и общественной гигиены. В сферу здравоохранения для покупки лекарственных препаратов и медицинского оборудования, создания временных госпиталей и поддержки работников здравоохранения из государственного бюджета был направлен 1 миллиард 600 миллионов сомони дополнительных средств. Были задействованы более 30 госпиталей на 7 тысяч коек, мобилизированы 5400 врачей и медицинских работников. Наряду с этим в 92 медицинских учреждениях были установлены дополнительные 16 тысяч коек. В 2020 году за счет бюджетных средств для медицинских учреждений в объеме почти 1 миллиарда сомони было закуплено необходимое оборудование, лекарственные препараты и защитные средства. В 2020 году были созданы 108 новых объектов здравоохранения, а на 283 объектах был проведен капитальный ремонт. В нынешних условиях особое внимание уделяется подготовке высококвалифицированных медицинских кадров, в том числе специалистов-инфекционистов, вирусологов и лабораторного персонала. За 30 лет в области здравоохранения Таджикистана, особенно в области охраны здоровья матери и ребенка, достигнут ряд значительных достижений. В рамках стратегии общественного здравоохранения Республики Таджикистан на период до 2030 года в стране наблюдается повышение качества медицинских услуг матери и ребенка. По словам специалистов, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения страны в этом направлении принят ряд важных стратегических документов. Так, по поручению и инициативе президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, построены и оснащены современной техникой государственное учреждение медицинский комплекс «Истеклол», Харокский областной родильный дом, центральные больницы в Лахше, Нурабаде, Дусти, Хурусоне, Яване, Фархоре, Хамадуни, областной и городской родильные дома в Худжанде, а также родильный дом номер 2 в Душанбе. В Кулябе и Бохтаре Хатлонской области построены перинатальные центры, а в Васейском районе сдана в эксплуатацию центральная районная больница, которые оснащены современным оборудованием, не имеющим аналогов в мире.
Это позволило улучшить доступ населения к услугам здравоохранения. Социальная защита населения является одним из важных направлений социальной политики государства, а внедрение новой системы назначения и выплаты адресной социальной помощи малообеспеченным семьям считается одним из достижений в этой сфере в период независимости. На этой основе внедряется система выплаты пособий малообеспеченным семьям с детьми, дети которых учатся в общеобразовательных учреждениях, выплачиваются пособия более 753 тысячам учащихся из малообеспеченных семей. С 2011 года введен адресный и целевой способ оказания помощи, и теперь число получателей таких социальных пособий составляет 248 тысяч семей. Правительство страны уделяет постоянное и особое внимание социальной защите малообеспеченных слоев населения, в особенности инвалидов и детей-сирот. Только за последние 5 лет пенсии по инвалидности, которых в стране насчитывается более 157 тысяч человек, были увеличены с 1,4 до 2 раз в зависимости от категории. На этот период прибавка к пенсии для круглых сирот и оставшихся без опекунства, которых насчитывается около 85 тысяч, составила 1,9 раза. В период независимости количество учреждений социальной защиты населения увеличилось в 4,5 раза, а в 2021 году было расширено до 113 учреждений, в том числе 7 домов-интернатов для престарелых и инвалидов. Финансирование на душу постояльцев домов-интернатов для престарелых и инвалидов за этот период увеличилось в 757 раз и в 2021 году достигло 26 тысяч самани. Каждый год 10 декабря во всем мире празднуют День прав человека. Он имеет прямое отношение к Всеобщей декларации прав человека, которую в этот день еще в 1948 году приняла Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций. В эпохальном документе провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Соблюдение этих положений является обязательным для государств-членов. Каждое государство каждые 5 лет представляет в соответствующие комитеты ООН отчет об осуществлении положений этих пактов. Сегодня в Душанбе прошла научно-практическая конференция с участием государственных служащих, партнеров по развитию и организации гражданского общества. На мероприятии участники обсуждали самые различные аспекты защиты прав человека и граждан, а также доложили о достижениях Республики Таджикистан в области прав человека. С первых дней своей независимости наша республика принимает самое активное участие в жизни международного сообщества. Защита основных прав и свобод человека считается приоритетом государственной политики. Конституция независимого Таджикистана признает человека, его права и свободы высшей ценностью и устанавливает, что они определяют цель, содержание и исполнение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти и обеспечиваются судебной системой государства. Мы переходим к зарубежным новостям. В Мексике по меньшей мере 53 человека погибли, еще 58 получили различные травмы в ДТП с грузовиком, перевозившим мигрантов. А в Австралии в популярном туристическом районе Маргарет-Ривер бушуют лесные пожары. Власти призывают жителей покинуть регион. Об этих и других зарубежных событиях мои коллеги. Уважаемые телезрители, это были все те новости, о которых мы успели вам рассказать к этому часу. О развитии событий в стране и в мире на нашем канале, как обычно, в 20:30. Будьте здоровы и не переключайтесь.